Доброе утро. Эфир главного национального канала. Продолжает программа «Новый день». В студии работает Катерина Винокурова. Желаю вам сегодня только добрых, хороших новостей и отличного настроения. 26 января на календаре. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, и телефон нашего прямого эфира, точнее WhatsApp 8914 279 2262 работает, поэтому делитесь с нами хорошими новостями, поздравляйте друг друга с новым днем, со знаменательным событием. Ну а далее знакомимся с прогнозом погоды на день сегодняшний. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 52, минус 54. Днем ожидается минус 44, 48. В Заречье минус 51, 54 утром. Днем минус 45, 48 градусов. В южных улусах минус 39, 40 утром. Днем минус 30, 38. В Вилюйских улусах минус 50, 52 утром, днем минус 45, 49 градусов. В Нижнеленских минус 50 утром, днем минус 47, 50. В западных минус 44, 47 утром, днем ожидается минус 42, 43 градуса. В Колымэнди-Гирских минус 39, 52 утром, днем минус 32, минус 43. В Янских улусах минус 47, минус 52 утром, днем минус 36, минус 47 ожидается. В северо-западных минус 40, 49 утром, днем минус 37, минус 46 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 52 градуса. Атмосферное давление 774 миллиметра ртутного столба, ветер слабый. Днем в городе Якутске ожидается минус 47, минус 49 градусов мороза. Ну а далее хочу передать слово своим коллегам из информационной службы. Все, чем запомнится вчерашний день и что готовит нам сегодняшний, расскажут коллеги из службы новостей. Им слово. Утро встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Из-за затянувшихся аномальных морозов в Якутии режим повышенной готовности продолжает действовать на территории региона. Об этом сообщил вице-премьер правительства Алексей Колодезников на заседании комиссии по ЧС. Главы районов, представители МЧС, Якутскэнерго и Министерство ЖКХ обсудили вопросы обеспечения функционирования объектов в условиях низких температур. С Нового года в Якутии зафиксированы 31 технологическое нарушение, большинство из которых на объектах энергетики. На сегодня у нас в республике низкие температуры уже держатся продолжительное время, более 1,5 месяцев. Ну и стоят такие температуры, что они ниже на 7-8 градусов с среднемноголетних наблюдений. И более того, они еще будут продолжаться. В целом я заслушал, как у нас обеспечена готовность по объектам коммунального комплекса, энергетики, как у нас обеспечены резервными источниками питания объекта здравоохранения. Мы готовы, в режиме повышенной готовности давно находимся, но однако видим же, что технологические нарушения происходят. Заслушал глав муниципальных образований. В целом готовность есть и реагирование на достаточном уровне. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в республике в конце февраля и в начале марта этого года. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева в ходе совещания регионального оперативного штаба. Между тем, глава Якутии Айсан Николаев отметил, что текущая эпидситуация по коронавирусу в республике стабильная. Постепенно снижается количество случаев заболевания. Лабораторные исследования методами ПЦР и ИХА показали снижение уровня положительных проб более чем на 29% по региону и на 28,6% по Якутску. Показатели в целом по COVID-19 по республике снизились на 4%, по Якутску почти на 23%.
Пропускную способность пунктов вакцинации по республике планируют увеличить до 3000 человек за сутки. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, пока задействованы 450 медработников. Особое внимание уделяется вакцинации пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями, говорится в сообщении. Кроме того, в связи с изменением требований Минздрава России к переносному оборудованию появилась возможность для увеличения количества выездных бригад. Отмечается, что несмотря на некоторое сокращение койко-мест, стационары пока не будут закрываться для оперативного реагирования в случае возникновения новых угроз. Порядка 6300 человек зарегистрированы в Якутии в качестве самозанятых. Об этом сообщает Министерство предпринимательства региона. Напомним, для самозанятых налог на профессиональный доход составит 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами или индивидуальными предпринимателями. Статус самозанятого можно получить, если годовой доход не превышает 2 400 000 рублей. В связи с отменой единого налога индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на данный налоговый режим и стать самозанятыми. Северо-Восточный федеральный университет открыл фотовыставку «Университет героев». Она начала работу в историческом парке «Россия. Моя история» и продлится до середины февраля. Главная идея этих фоторабот – показать героев, студентов-медиков, которые на протяжении всех этих месяцев работают в больницах. В борьбе с инфекцией задействованы порядка 350 волонтеров, студентов и ординаторов медицинского университета, и более половины из них находятся в красной зоне. Фотовыставка знакомит не только с историей каждого из них, но и показывает тяжелейший труд молодых медиков. 30 портретов и 30 историй самоотверженной борьбы с коронавирусом. Очень рад тому, что мы готовим действительно хороших студентов. И, конечно, с начала пандемии это больше 1200 студентов, ординаторов вышли на помощь по борьбе с коронавирусом. Это и были и красные зоны, и были не совсем красные зоны. Да, это были и в виде младшего персонала, среднего, были даже работали и врачами, и были еще и волонтеры. Конечно, это колоссальный труд, колоссальная помощь нашей республике. И действительно это герои нашего университета. И высказал вот такое пожелание, чтобы вот эти характеры сохранить и выпустить отдельный альбом «Герои нашего университета». Академия наук Якутии проведет презентацию шерстистого носорога, которого обнаружили в Абыйском районе. Ученые расскажут об исследованиях, которые проведут для изучения находки и ее научной значимости. Предварительный возраст носорога составляет от 20 до 50 тысяч лет, а биологический возраст 3-4 года. Туша животного сохранилась на 80%. В первозданном виде осталась шкура, шерсть и жировой покров. После осмотра туша хранилась в леднике, а в январе ее доставили автозимникам в Якутск. Сотрудники отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии отобрали образцы для радиоуглеродного и датированного исследования ДНК и РНК. К этой минуте у нас все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо коллегам, а мы продолжаем. Любите ли вы ходить в супермаркеты? Если да, то следующая информация будет для вас интересна. Мы решили присмотреться к специфике американского шопинга и рассказываем, что есть такого у них, чего нет у нас. Если не обращать внимания на детали, то американские супермаркеты ничем не отличаются от наших. Те же большие помещения, такое же множество полок с продуктами, но не все так просто. В США, к примеру, у входа в магазин вас встречает волонтер. Обычно он приветствует посетителей, помогает им с любыми вопросами и рассказывает, где найти то, что вам нужно. Электрические тележки, они также предусматривают сидячее место для покупателя. Созданы они специально для инвалидов, пожилых или других людей, которые не могут передвигаться сами на больших территориях. Помимо основных продуктов потребления, практически в каждом супермаркете США можно купить попкорн, самые разнообразные хлопья, хот-доги и все, что связано с быстрой готовкой или что готовить и вовсе не нужно. В США пользуются другой системой мер. Жидкости чаще всего продают в емкостях по 1 галлону, который равен почти 4 литрам. Фрукты и овощи можно купить поштучно, а возле касс продают свежие цветы. И не только в канун 8 марта. Также в супермаркете можно встретить щедрые дегустации, где вы
где вам предложат непрозрачные кусочки сыра или колбасы. Ведь часто к дегустации предлагают целые блюда, такие как китайские пельмени или жареное мясо с различными соусами. В американский супермаркет можно вернуть практически любой продукт, даже без упаковки. Нужно лишь только предъявить чек, и деньги сразу без проблем вернут вам на карту. Супермаркет мечты. Ну а во Владивостоке домашний кот по кличке Симба полюбил рыбалку и теперь вместе со своим хозяином выходит на лед в шапке, ушанке и в свитере. Симба не просто наблюдает за процессом, в его обязанности входит следить за лункой. Если клюет, то кот подает сигнал. Когда клюет, если он видит этот кивочек, то реагирует на него, начинает суетиться. А если ты боковым зрением кивок этот не видишь, то кот может показать, что клюет, рассказывает хозяин Симбы, рыбак Сергей. Сергей и Симба вместе не только рыбачат, но и путешествуют. Они ходили пешком на мыс Табизина и ездили в ущелье Дарданеллы. Снимки Симбы попали в сеть, и он стал настоящей знаменитостью, и у него даже появились фанаты. Такой вот замечательный утренний позитив. Ну а далее мы ознакомим вас с астрологическим прогнозом на день 26 января. Овен, сейчас вы можете свои знания и опыт использовать по собственному усмотрению. Если в окружении появится новый человек, то в скором времени он сыграет в вашей жизни значимую роль. Можно потратить деньги на какую-то дорогостоящую покупку. Телец, этот день подходит для того, чтобы успокоиться, обрести внутреннюю гармонию. Если родственники или друзья будут нуждаться в вашей помощи, не отвечайте отказом. Сделайте все от вас зависящее, добро вернется сторицей. Сейчас можно заниматься оформлением документов и приводить в порядок дела. Близнецы, вы будете активно претворять свои планы в жизнь, но не переусердствуйте с требованиями к сотрудникам и к подчиненным. Не перекладывайте свои обязанности на чужие плечи. С возникшими вопросами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. Рак, сейчас вы будете полны энергии. Беритесь за решение наболевших вопросов и не сомневайтесь в благоприятном исходе. Полезно осваивать новые навыки, которые вполне возможно окажутся как нельзя более кстати. Обещания со стороны не слишком рассчитывайте. Лев, наиболее перспективным будет дела, связанные с переговорами. Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Вечером займитесь своим здоровьем. Хорошее воздействие на самочувствие и душевное состояние окажет небольшая поддержка, расслабляющий массаж, водные процедуры. Дева, общение с новыми знакомыми окажется приятными и продуктивными, но держитесь подальше от людей, предлагающих заработать легкие деньги. Финансовая мотивация, несомненно, важна, однако если вы заинтересованы в самом процессе выполняемой работы, то и результат может вас порадовать. Весы, в этот день возникает немало рабочих вопросов, с которыми придется справиться самостоятельно. Не горячитесь и не принимайте поспешных решений. Вы сможете справиться с любыми проблемами и выполнить работу в срок. От крупных покупок пока следует воздержаться. Скорпион. Возможно, в это время вам предстоит попробовать себя в новом деле, но постарайтесь быть более дальновидными. Не гонитесь за высокими одноразовыми прибылями. Лучше подумайте об увеличении своего постоянного дохода. Если ваша квалификация не позволяет проявить себя в профессии, пройдите необходимые курсы повышения. Стрелец. Не допускайте споров и выяснения отношений с коллегами по работе, родными и просто окружающими людьми. Если сможете удержать себя в руках, то скоро ваши дела пойдут в гору. А если сорветесь, то конфликт может принять затяжной характер. Козерог. День пройдет довольно спокойно. На работе могут появиться интересные перспективы, но действовать нужно быстро. Если начнете откладывать или затягивать решение вопросов, то можете упустить свой шанс. Доверяйте своей интуиции. Водолей. Коллективные усилия окажутся эффективнее самостоятельной деятельности. В связи с этим звезды советуют вам больше контактировать со своим окружением, считаться с чужим мнением, играть по общим правилам. Такое поведение позволит вам обзавестись полезными связями. Рыбы. Рыбам, честно выполняющим свои обязанности, не стоит остро реагировать на возможные упреки начальства. В этот день вы можете переоценить свои силы, что неприятным образом скажется на состоянии здоровья. Основное внимание должно быть направлено на дом, семью, родственные связи.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий из государственного бюджета Республики Саха-Якутия местным бюджетом на организацию деятельности народных дружин на 2021 год. Прием заявок осуществляется с 25 января по 8 февраля 2021 года. Все справки по телефону 507 129. Ноутбуктарга сүрбе біргенге чепчати респект Джокускай Ленин проспеган отут алтата. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите, после указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Правительство Республики Саха-Якутия для решения вопросов трудоустройства и подбора сотрудников 27-28 января проводит республиканскую онлайн-ярмарку для молодых граждан «Траектория карьеры». Новый формат в режиме видеоконференции Zoom. Отдельные площадки по отраслям. Полная информация об открытых позициях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, живой диалог с нанимателями, собеседование с заинтересовавшим работодателем и мгновенная отправка электронного резюме. В рамках ярмарки будут проведены мастер-классы и семинары. Резюме молодых граждан будут собираться в единой электронной почте Центра занятости Республики Саха-Якутия для дальнейшей работы с кадровыми службами работодателей по организации индивидуальных собеседований и трудоустройства. Стать участником можно по официальной ссылке ярмарки. Выбери свой профессиональный маршрут. Выбирай работу, выбирай будущее. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем наш эфир. 22 января в городе Якутске состоялось открытие нового здания школы номер 31. Пристрой образовательного учреждения на 315 мест построен по национальному проекту образования. С нами на прямой связи заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы номер 31 города Якутска Сарглана Саргыдаева. Сарглана Анатольевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, когда и как встал вопрос строительства данного пристроя? Плановая работа началась в 2015 году при поддержке руководства города, комиссии по социальной политике Якутской городской думы. Далее было поддержано руководством республики, и первая свая была установлена в сентябре 2019 года. И вот уже сегодня мы рады открытию. Расскажите, сколько дополнительно прибавилось кабинетов, какие секторы? Вот уже мы сказали, что 315 мест появилось еще дополнительно. Да, действительно, дополнительное здание нас расширяет на более чем 4000 квадратных метров и рассчитано на 315 учебных мест. Первоначальный проект предполагал наличие только учебных кабинетов, но в результате совместной работы администрации школы, службы государственного заказчика Республики Саха-Якутия и проектантов мы получили на сегодняшний день очень интересное помещение. 22 учебных кабинета, в том числе специализированные кабинеты домоводства, которые включают в себя кулинарию и швейное дело, кабинет технологий для мальчиков, оснащенный всем необходимым для творческого труда и освоения технологий производства. Отдельно выделяются и радуют кабинеты химии, биологии, физики, которые дополнительно оснащены современными лабораторными комплексами. Также предусмотрена медиаслужба, которая позволит нашим педагогам более качественно реализовать дистанционное обучение. Немаловажным является также выделить уютный буфет, который позволяет нам одновременно обеспечить горячим питанием до 100 учеников. Очень интересный получился блок физической культуры и ОБЖ, который включает просторный спортивный зал и стрелковый тир на 10 метров. Все эти новые созданные условия, мы считаем, позволят нам более комфортно разместить наших учеников. Сарглана Анатольевна, а какие перспективы, скажем так, у данного проекта? У данного проекта, конечно, перспективы
очень хорошие, да, потому что вы знаете, что наша школа является самой многочисленной, не только в городе, но и во всей республике. На сегодняшний день у нас 74 класса комплекта, в которых обучается 2272 ученика. Ну и комфортное размещение это, наших учеников, создание условий является приоритетом для нашей организации, да и вообще любого образовательного учреждения, мы так считаем, да. Ну и также хочется сказать, что созданные условия позволят будут являться базой для того, чтобы реализовать более эффективно профильное обучение. Светлана Анатольевна, наверняка некоторых телезрителей волнует вопрос, будет ли вестись набор в вашу школу или уже все, места ограничены? Как и, я ранее сказала, что действительно школа наша является очень многочисленной, мы принимаем детей по микрорайону, и комфортное размещение тех обучающихся, которые у нас по микрорайону, является для нас самым важным, главным, да. Хочется также сказать, что так как у нас, у нас в школе реализуются профильные классы, среди которых я хочу отдельно отметить медицинские и педагогические классы, которые являются университетскими классами, и с этого учебного года мы еще являемся членами проекта «Старшая школа». Мы можем, открыть дополнительную квоту для этих классов. Светлана Анатольевна, спасибо вам за подключение. Что ж, конечно, поздравляем вас с этим прекрасным событием. Успехов, удачи, всем ребятам отличной учебы. Спасибо вам огромное. Где найти мастеров прикладных профессий, да так, чтобы была гарантия профессионализма? Если вы задаетесь этим вопросом, то спешим ответить на площадке WorldSkills. Каждый рано или поздно сталкивается с вопросом ремонта в своем доме. А что в этом вопросе самое главное? Это, конечно же, мастер. Да что там, я сам лично сталкивался с этим вопросом совсем недавно. И хочу сказать, что этот вопрос очень сильно обсуждается в просторах интернета и во всяких мессенджерах. Чтобы узнать, где находятся настоящие мастера, мы оказались в стенах Якутского коммунального строительного техникума, где в рамках техникума проводится чемпионат WorldSkills. С 2015 года техникум принял участие в пилотном проекте и вступил в движение WorldSkills. Сначала у нас было две компетенции – облицовка плиткой и сантехника отопления. Постепенно мы развивали наши базы, приводили их в соответствие международным требованиям, и благодаря большой систематической работе коллектива, мы на сегодняшний день имеем 4 специализированных центра квалификаций, имеем в развитии еще 2. По каким именно компетенциям проводятся соревнования? Проходят соревнования по таким компетенциям, как малярные декоративные работы, сухое строительство и штукатурные работы, и сантехника отопления. Каков уровень наших конкурсантов? По итогам 2019 года Республика Саха-Якутия вошла в топ-10. Это общекомандный результат по Российской Федерации. Как оцениваются работы? Работы оцениваются как объективно, так и субъективно. То есть нравится, не нравится — это субъективное, а объективно — это которое мерится, измеряется точные размеры. Этот год имеет еще одну особенность для техникума. Техникум в этом году юбилейные мероприятия проводит, и нам исполняется 90 лет. Все эти 90 лет профиль коммунально-строительный сохранялся в разных комбинациях: строительные, дорожные. Но в итоге мы на сегодняшний день существуем в статусе государственного бюджетного образовательного учреждения Якутский коммунально-строительный техникум. Поздравляем всех сотрудников техникума, всех учащихся, выпускников с этой знаменательной датой. Пожелаем еще больше успехов в кузнице профессионалов. Ну а участникам WorldSkills пожелаем удачи. Пусть не дрогнет рука, да победит сильнейший. Спасибо Максиму. Мы продолжаем обрести уверенность в собственных силах, овладеть и развить свои способности, а также стать главным героем в пьесе под названием «Жизнь». Вот для чего люди приходят в студию
актера. Подробнее о занятиях в театральной студии мы сегодня поговорим с руководителем студии актера Андреем Адамовым. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, на кого направлены ваши курсы, на взрослых, на детей или для всех? Ну, именно конкретно студия актера, она направлена на, скажем, от 18 лет. Так, сколько человек занимается там и чем конкретно занимаются? Какие занятия, в каком формате они проходят? Ну, на данный момент у нас где-то чуть больше 14 человек. Вот, думаем набрать до 18, это максимум. И занимаемся в Доме народов дружбы. Разновозрастные люди ходят и разные профессии. Вот, то есть, начиная от студентов и вот заканчивая какими-то специалистами, да, из разных отраслей. Ага, совершенно разные сферы, получается, да? Люди из разных областей деятельности. Вообще, что, по-вашему, дает занятие в театральной студии? Для чего человеку необходимо? И для всех ли это необходимо? Ну, смотрите, Катерина, да, что дает театральная студия? Скорее всего, в основном приходят люди с запросом то, что, ну вот, я стеснительный, да, то есть у меня есть какие-то там комплексы и внутренние, и внешние, ну, допустим, начиная от стеснения и заканчивая тем, что, ну, я не умею разговаривать с людьми, да, либо у меня там голос тихий, недостаточно громкий, ну, и так далее, и так далее. То есть в основном в эту сторону, в эту степь, да, идут запросы людей. Ну, а когда они еще плюс объединяются какой-то одной идеей, например, в нашем случае это постановка там каких-либо спектаклей. Да, то есть спектакль это как вот, скажем, конечный результат наших тренингов, наших занятий. И вот по мере развития, по мере наших занятий человек все-таки в конце приобретает то, что он искал, да, в нашей студии. То есть начиная опять же те же самые комплексы, та же самая речь, да, у меня тихая, громкая, ну и так далее. Ну, вот в основном так. Ага. А вот получается несколько преподавателей, конкретно вот как происходит занятие, по сколько часов? Это разные занятия, да, разноплановые? Понял. Ну, получается, до нашей всеми любимой пандемии были действительно разные педагоги. Разные педагоги, потом резко, ну, получается, у нас было затишье. На данный момент сейчас я один, но к нам потом присоединятся и педагоги по танцу, педагоги по речи, да, вот они такие вот, ну, постоянно вот такие вот, такого рода специалисты, да, то есть это педагоги, да, колледжей, там, ну, да, и там, либо актеры начинающие, либо уже там актеры, да, из наших театров, они приходили и давали нам какие-то мастер-классы, где мы с удовольствием участвовали и как-то возобновлялись. И по части, по времени, да, ну там, получается, у нас от 2 часов идет. И даже этих 2 часов как бы нам не хватает, но из-за того, что мы вечером занимаемся с 7 до 9, ну такие вот рамки, так как у нас еще и дети есть, да, ну вот 17-18 лет, да, конкретные рамки есть, конечно, от 7 до 9, но если ближе к какому-то намеченному спектаклю, то у нас время вот, иногда мы занимались до 11. И мои ребятки, они с удовольствием остаются, да, ну, естественно, они там, у меня есть мама и папа, они, конечно, общаются со своей семьей, вот наш руководитель оставляет нас до 10, до 11. Ну, в принципе, вот 2 раза в неделю, такое время, по-моему, хватает нам. Ну, я знаю, что вы набираете, сейчас как раз у вас идет набор, да, приглашаете желающих. Что-то нужно конкретно для этого? Чем-то обладать? Что-то или помимо желания? Ничего. Да, Катерина, спасибо, что вот это вот, да, затронули. Да, действительно, у нас идет сейчас нехватка студийцев, нехватка участников, да, не хватает там буквально там, 3-4. Да, ребят, пожалуйста, приходите, для этого ничего не надо, главное ваше желание. Еще раз, от 18 лет, студия абсолютно бесплатная, да, просто вначале мы с вами поговорим, определим, я посмотрю на вас, вы на меня посмотрите, да.
Вот, и все, и, в принципе, по обоюдному согласию мы уже начинаем работать. Давайте Занятия по будням. по будням. Ага. Давайте еще раз напомним, как можно вас найти, где вы находитесь. Ну, в Инстаграме вы можете набрать лого, нижнее подчеркивание, старт, то есть лого, нижнее подчеркивание, Лого старт, старт. 21. Да, лого старт 21. И вот мы там, это наша страничка. Что ж, Андрей, спасибо вам огромное за подключение. Приглашаем желающих действительно присоединиться к вам. Удачи вам, успехов и до новых встреч. Спасибо вам также. Отличного дня. Ну а мы далее прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего поговорим о вакцинации в Мирнинском районе. Прерываемся на рекламу, оставайтесь с нами. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. Даже самый простой отдых на диване может быть особенно приятным и выгодным, если вы это делаете на новом диване «Арго». Всего за 16 990. Азбука мебели. Больше, чем мебель. Ноутбуктарга сүйбе біргенгедере чепчати. Респект, Джокускай, Ленин проспеган Отуталтата. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите, после указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Правительство Республики Саха-Якутия для решения вопросов трудоустройства и подбора сотрудников 27-28 января проводит республиканскую онлайн-ярмарку для молодых граждан «Траектория карьеры». Новый формат в режиме видеоконференции Zoom. Отдельные площадки по отраслям. Полная информация об открытых позициях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, живой диалог с нанимателями, собеседование с заинтересовавшим работодателем и мгновенная отправка электронного резюме. В рамках ярмарки будут проведены мастер-классы и семинары. Резюме молодых граждан будут собираться в единой электронной почте Центра занятости Республики Саха-Якутия для дальнейшей работы с кадровыми службами работодателей по организации индивидуальных собеседований и трудоустройства. Стать участником можно по официальной ссылке ярмарки. Выбери свой профессиональный маршрут. Выбирай работу, выбирай будущее. Добро пожаловать в новый день, 26 января на календаре. Приятного аппетита всем, кто завтракает. Далее я передаю слово своим коллегам из информационной службы, после чего мы продолжим. Оставайтесь с нами. Утро встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Из-за затянувшихся аномальных морозов в Якутии режим повышенной готовности продолжает действовать на территории региона. Об этом сообщил вице-премьер правительства Алексей Колодезников на заседании комиссии по ЧС. Главы районов, представители МЧС, Якутскэнерго и Министерство ЖКХ обсудили вопросы обеспечения функционирования объектов в условиях низких температур. С Нового года в Якутии зафиксированы 31 технологическое нарушение, большинство из которых на объектах энергетики. На сегодня у нас в республике низкие температуры уже держатся продолжительное время, более 1,5 месяцев. Ну и стоят такие температуры, что они ниже на 7-8 градусов среднемноголетних наблюдений. И более того, они еще будут продолжаться. В целом я заслушал, как у нас обеспечена готовность по объектам коммунального комплекса, энергетики, как у нас обеспечены резервными источниками питания объекты здравоохранения. Ну, мы готовы, в режиме повышенной готовности давно находимся, но, однако, видим же, что технологические нарушения происходят. Заслушал глав муниципальных образований. В целом готовность есть и реагирование на достаточном уровне.
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в республике в конце февраля и в начале марта этого года. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева в ходе совещания регионального оперативного штаба. Между тем, глава Якутии Айсан Николаев отметил, что текущая эпидситуация по коронавирусу в республике стабильная. Постепенно снижается количество случаев заболевания. Лабораторные исследования методами ПЦР и ИХА показали снижение уровня положительных проб более чем на 29% по региону и на 28,6% по Якутску. Показатели в целом по COVID-19 по республике снизились на 4%, по Якутску почти на 23%. Пропускную способность пунктов вакцинации по республике планируют увеличить до 3000 человек за сутки. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, пока задействованы 450 медработников. Особое внимание уделяется вакцинации пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями, говорится в сообщении. Кроме того, в связи с изменением требований Минздрава России к переносному оборудованию появилась возможность для увеличения количества выездных бригад. Отмечается, что несмотря на некоторое сокращение койко-мест, стационары пока не будут закрываться для оперативного реагирования в случае возникновения новых угроз. Порядка 6300 человек зарегистрированы в Якутии в качестве самозанятых. Об этом сообщает Министерство предпринимательства региона. Напомним, для самозанятых налог на профессиональный доход составит 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами или индивидуальными предпринимателями. Статус самозанятого можно получить, если годовой доход не превышает 2 400 000 рублей. В связи с отменой единого налога индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на данный налоговый режим и стать самозанятыми. Северо-Восточный федеральный университет открыл фотовыставку «Университет героев». Она начала работу в историческом парке «Россия. Моя история» и продлится до середины февраля. Главная идея этих фоторабот – показать героев, студентов-медиков, которые на протяжении всех этих месяцев работают в больницах. В борьбе с инфекцией задействованы порядка 350 волонтеров, студентов и ординаторов медицинского университета, и более половины из них находятся в красной зоне. Фотовыставка знакомит не только с историей каждого из них, но и показывает тяжелейший труд молодых медиков. 30 портретов и 30 историй самоотверженной борьбы с коронавирусом. Очень рад тому, что мы готовим действительно хороших студентов. И, конечно, с начала пандемии это больше 1200 студентов, ординаторов вышли на помощь по борьбе с коронавирусом. Это и были и красные зоны, и были не совсем красные зоны. Да, это были и в виде младшего персонала, среднего, были даже работали и врачами, и были еще и волонтеры. Конечно, это колоссальный труд, колоссальная помощь нашей республике. И действительно это герои нашего университета. И высказал вот такое пожелание, чтобы вот эти вот характеры сохранить и выпустить отдельный альбом «Герои нашего университета». Академия наук Якутии проведет презентацию шерстистого носорога, которого обнаружили в Абыйском районе. Ученые расскажут об исследованиях, которые проведут для изучения находки и ее научной значимости. Предварительный возраст носорога составляет от 20 до 50 тысяч лет, а биологический возраст 3-4 года. Туша животного сохранилась на 80%. В первозданном виде осталась шкура, шерсть и жировой покров. После осмотра туша хранилась в леднике, а в январе ее доставили автозимникам в Якутск. Сотрудники отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии отобрали образцы для радиоуглеродной и датированного исследования ДНК и РНК. К этой минуте у нас все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо коллегам. Мы продолжаем. 20 января в город Мирный прибыла первая партия отечественной вакцины против коронавируса. Как мирнинцы отреагировали на вакцину? Мы сегодня поговорим с исполняющим обязанностями главного врача Мирнинской центральной районной больницы Татьяной Стручковой, а также с Еленой Борисовой, главной медсестрой больницы. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Татьяна Петровна, ну как же восприняли вакцинацию мирнинцы? Расскажите, пожалуйста. Ну, вакцина к нам прошла 15 у нас началась вакцинация, и 21-го нам пришло 1000 доз Гамковид-2 и 35 Эпивака.
Но мы уже 21 января уже закончили полностью всю нашу вакцинацию. Конечно, сначала народ, ну, так как везде СМИ идет, везде весь негатив, но так как мы уже заранее разговаривали, Министерство здравоохранения тоже информировало людей, подготавливало. И вот мы с Еленой Владимировной первые, которые вакцинировались из нашей больницы. Начала вакцинацию наша больница. И сначала, конечно, люди, конечно, довольно робко шли, но и потом посмотрели, так как мы уже провакцинировались, у нас никакой реакции не было. Вакцинацию мы прошли довольно-таки легко и просто. И потом стали активно вакцинироваться, и в течение 7 дней мы закончили полностью весь транш вакцинации. И теперь люди хотят вакцинироваться, смотрят, что в принципе никаких осложнений, практически побочных действий этой вакцины нету. И уже записывается, уже народ спрашивает, и люди спрашивают, когда эта вакцина придет, и когда к нам поступит в район, и уже мы записываем, довольно-таки активно записываем, и мы думаем, что дальше будет вакцинация пойдет более активно. Ну а на сегодня сколько привито и кто первым вакцинировался, да? Я знаю, что вы также уже прошли первый этап. Да, у нас 1000 доз гамковид уже 1000 доз, 1000 человек вакцинировались, и 35 эпивак корона. Все они вакцинировались и чувствуют себя хорошо. Мы, конечно, за ними контролируем, мы отзваниваемся, узнаем, звоним, ну и между собой общаемся. Но так вакцинация прошла хорошо, осложнений нет. Елена Владимировна, мы знаем, что вы тоже обе, да, лично уже вакцинировались. Расскажите, какие-то побочные эффекты, как вообще самочувствие, как состояние? Ну, у меня после вакцинации самочувствие было отличное. Я ничего не заметила. Ну, единственное, только, может быть, на 2-й или 3-й день вместе инъекции было такое небольшое болезненное ощущение. А в принципе больше ничего не было. Потом мне пришло еще сообщение от сайта госуслуг о том, что я прошла вакцинацию. Там заполнила дневник о своем самочувствии, отправила им. Мне пришло сообщение, что мое заявление принято, и что я должна буду вакцинироваться после 5 либо после 5 февраля на второй этап вакцинации подойти. А давайте еще раз напомним. Получается, нужно получить вакцину, потом в течение, через 21 день, да, по-моему, нужно получить повторно. Да, через 21 день, не ранее. Дается памятка пациенту после вакцинации о том, что он прошел 1-й день, чтобы он не забыл, что прошел эту вакцинацию, и на какой день ему нужно прийти на 2-й этап вакцинации, подойти в прививочный кабинет. А вообще какие-то побочные эффекты, возможно, должны наблюдаться? Ну, прежде чем попасть в прививочный кабинет, естественно, пациент пройдет сначала осмотр терапевта, где терапевт соберет анамнез, если есть какие-то аллергические, может быть, в прошлом реакции, какие-то обострения хронических заболеваний на сегодняшний день, то, естественно, терапевт это уже сразу отметит и либо медотвод сделать, либо, может быть, назначит какое-то обследование дополнительное, либо посетить еще врача какого-то. Вот, то тогда, естественно, пациент не попадет в этот день в прививочный кабинет, а только тогда, когда уже пройдет дополнительно какое-то обследование. Поэтому тут тщательно идет сбор анамнеза. А сколько на сегодня прививочных кабинетов открыто в Мирнинском районе? В Мирнинском районе у нас открыто 16 мобильных бригад по прививочной работе. Это 9 на базе Мирнинской ЦРБ, 4 на базе Айхальской городской больницы и 3 в медицинском центре акционерной компании «Алроса». Татьяна Петровна, что бы вы хотели пожелать напоследок населению? Ну, хочется, так как я являюсь главным врачом, где имеется
ковидный центр, и мы обслуживаем почти половину республики. Это Западная Якутия, это Вилюйская группа УСов. К нам доставляются тяжелые больные, и мы так не понаслышке знаем, что это такое. Я каждый день подаю в оперштаб сведения, сводку. И хочу сказать, что я, конечно, очень ждала эту вакцинацию, да, что, слава Богу, что я не переболела, не болела, и мы ждали эту вакцинацию, и мы вакцинировались. И так как, чтобы люди устали жить в таких ограничительном режиме, да, ограниченном состоянии. И хочется всем пожелать, чтобы мы все получили вакцину. Как только наше население более 50-60% вакцинируется, и мы дальше будем жить той же жизнью, которой жили до ковида. Конечно, ковид – это очень тяжелое заболевание, и летальные исходы, и смертельные исходы, и осложнения. И кто перенес ковид, конечно, жизнь, естественно, изменилась. Это нужно реабилитироваться в зависимости от поражения. Но если каждый человек получит вакцину, да, после 6 месяцев, что он, если даже переболевший через 6 месяцев получит вакцину, то он повторно не заболеет. А кто не заболевший получит вакцину, то тот чаще всего не заболеет, но если даже заболеет, то в легкой форме. Угу. Что ж, Татьяна Петровна, Елена Владимировна, благодарю вас за подключение. Надеюсь, что очень скоро, правда, мы вернемся к привычной жизни. Будьте здоровы, отличной вам работы. Спасибо. Спасибо. Ну а далее мы прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. Даже самый простой отдых на диване может быть особенно приятным и выгодным, если вы это делаете на новом диване «Арго». Всего за 16 990. Азбука мебели. Больше, чем мебель. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий из государственного бюджета Республики Саха-Якутия местным бюджетом на организацию деятельности народных дружин на 2021 год. Прием заявок осуществляется с 25 января по 8 февраля 2021 года. Все справки по телефону 507 129. Правительство Республики Саха-Якутия для решения вопросов трудоустройства и подбора сотрудников 27-28 января проводит республиканскую онлайн-ярмарку для молодых граждан «Траектория карьеры». Новый формат в режиме видеоконференции Zoom. Отдельные площадки по отраслям. Полная информация об открытых позициях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, живой диалог с нанимателями, собеседование с заинтересовавшим работодателем и мгновенная отправка электронного резюме. В рамках ярмарки будут проведены мастер-классы и семинары. Резюме молодых граждан будут собираться в единой электронной почте Центра занятости Республики Саха-Якутия для дальнейшей работы с кадровыми службами работодателей по организации индивидуальных собеседований и трудоустройства. Стать участником можно по официальной ссылке ярмарки. Выбери свой профессиональный маршрут. Выбирай работу, выбирай будущее. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем. Фильм Дмитрия Давыдова «Пугало» завоевал спецприз Международного кинофестиваля в Норвегии. 18 января в норвежском городе Тромсё стартовал Международный кинофестиваль. Это ежегодный кинофестиваль, который проводится в 3-ю неделю января в Норвегии. Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в цифровом формате. Зрители смотрели его дома, а также в кинотеатрах на открытом воздухе. В этом году в Международном кинофестивале приняли участие 2 якутские кинокартины «Пугало» и «Нет Бога, кроме меня» Дмитрия Давыдова. Фильм «Пугало» участвовал в основной программе кинофестиваля. Во время субботней церемонии закрытия были вручены 5 призов. Премию «Вера в кино» получил фильм «Пугало». Эта премия учреждена норвежскими церковными академиями.
Церковной академией Трамсё и Центром церкви искусства и культуры «Культ». Что ж, поздравляем, желаем дальнейших успехов в картине. В начале февраля Якутск примет чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу. Первое крупное соревнование в этом году. В связи с этим в нашей студии сегодня исполнительный директор Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия Николай Слепцов. Николай Владимирович, доброе утро. Доброе утро. В каком формате пройдет чемпионат? Опять же, видимо, все будет онлайн, да? Да, действительно, вот в связи с ограничительными мерами впервые наш чемпионат будет проходить без зрителей. Но мы постараемся проводить прямые эфиры через социальные сети. Ну, данный чемпионат у нас проводится 11-й раз. И на этом соревновании приедут 4 команды. Это Приморский край, Хабаровский край, Амурская область и Сахалинская область. И помимо этого, хозяева данного чемпионата наша большая состоятельная команда. Сколько человек в нашей сборной? Кто представляет? Да, в нашей команде будет 50-60 человек, потому что этот чемпионат очень для нас ответственный. В этом году мы впервые на Дальнем Востоке и в городе Якутске будем проводить чемпионаты первенства России. И те, кто будут победителями, будут представлять Республику Саха-Якутия и Дальний Восток на домашнем чемпионате страны. А всего сколько участников насчитывается в чемпионате Дальнего Востока? Да, вот 4 команды, они планируют примерно 90 спортсменов. Из нас будет 60, это где-то 150 участников будет. Уже известно, где разместятся гости, да? Да, гости будут размещаться в центре спортивной, гостиницы «Триумф» и в других местах. Поэтому размещение гостей у нас все запланировано. Чемпионат будет проходить с 4 по 7 февраля, то есть 4 дня, да, практически? Да, с 4, вот 4 это день взвешивания, мандатная комиссия. Потом чемпионат будет начинаться с 5 по 7. Это будет проходить в спортивном комплексе 50 лет Победы. На одной площадке, да? Да, на одной площадке, но в связи с ограничительными мерами до обеда будут проходить предварительные бои среди юниоров и юношей, а затем после обеда среди взрослых. Потому что у нас в кикбоксинге соревнования проводятся как чемпионаты первенства. Поэтому там 3 возрастных группы: взрослые, юниоры и юноши. И чемпионат страны, который пройдет с 5 по 11 апреля, тоже будет проходить в 3 возрастных группах. Соревнования планируется провести в Центре спортивной подготовки «Триумф». И там на 3 рингах будут проходить соревнования. Это будет в апреле? Да, в апреле, с 5 по 11 апреля. И в связи с подготовкой в декабре вышло распоряжение нашей главы Республики Саха-Якутия, создан оргкомитет, председатель Местников Сергей Васильевич, заместитель председателя правительства. Сейчас проводится большая работа по подготовке и проведению. Ну, готова республика? Да, готова. К чемпионату России? Готова. И самая главная задача – это подготовка нашей сборной команды. И мы до Нового года провели тренировочные мероприятия. Эта взрослая команда выезжала в Республику Крым, а затем после Нового года в Республике Дагестан. А молодежная команда проходила все эти тренировочные мероприятия здесь, в городе Якутске. А как вообще оцениваете шансы нашей сборной? Кто, может быть, главный ее соперник? Да, у нас вот преждевременно говорить как-то неудобно, но все равно у нас среди взрослых есть топовые спортсмены, чемпионы России, чемпионы Европы. Поэтому вот среди взрослых у нас есть очень много. Да, даже вот проходил недавно
всероссийские соревнования Москва Open в Подмосковье. И там вот наши молодые, те, которые перешли с сеньоров на взрослых, они выиграли данные соревнования, поэтому у нас надежда на взрослую команду, и тем более среди молодежной команды тоже есть лидеры. Поэтому мы надеемся, что хозяева успешно выступят на домашнем чемпионате страны. Но хочу отметить, данное соревнование очень знаковое, потому что в этом году чемпионат мира будет проходить в городе Москве. И поэтому мы ждем очень много гостей. Это где-то 400-500 участников будет. А что скажете о соперниках? Да, Кто силен в этом спорте, да? Да, соперники все сильные, потому что вот последние годы очень сильно развит кикбоксинг. И помимо этого хочу для телезрителей сказать, у нас в виде спорта есть 5 разделов. Мы проводим в самом жестком стиле, это в разделе К1. И вот в К1 могу сказать, что среди регионов очень много достойных соперников. Поэтому расслабляться не надо. Надо хорошо тренироваться, готовиться, чтобы на родине показать хорошие бои. Что ж, пожелаем спортсменам только удачи, нашей сборной успехов на чемпионате. Напомню, с 4 по 7 февраля во Дворце спорта 50 лет Победы пройдет чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу. Трансляции смотрите и на нашем канале. Николай Владимирович, спасибо вам за участие в нашем эфире. Отличного дня. Мы напоследок познакомим вас с прогнозом погоды на сегодняшний день. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 52-54 градуса. Днем ожидается минус 44-48. В Заречье утром 51-54, днем минус 45-48 градусов. В Южных 39-40 утром, днем минус 30-38. В Вилюйских Улусах минус 50-52 утром, днем минус 45-49 градусов. В Нижнеленских минус 50 утром, днем минус 47, минус 50 градусов. В Западных минус 44-47 утром, днем минус 42, минус 43. В Колымо-Индигирских минус 39-52 утром, днем минус 32, минус 43 градуса. В Янских Улусах минус 47-52 утром, днем минус 36-47. В северо-западных минус 40, минус 49 утром, днем ожидается минус 37, минус 46 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 52 градуса. Атмосферное давление 774 миллиметра ртутного столба, ветер слабый. Днем в городе Якутске ожидается минус 47, минус 49 градусов мороза. Одевайтесь теплее. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Я передаю слово своим коллегам из якутского блока. Нургуяна Батуева, Роман Алексеев продолжит эфир. Отличного дня.